Всем здравствуйте! Меня зовут Айташева Татьяна Борисовна из рода Маолкобек. Родилась и выросла я в селе Яканур Уськанского района. Сегодня я расскажу и покажу несколько этапов шитья национального головного убора Пычхах-Пюрюк, а именно как сшивать между собой лисьи лапы, как пришивать тесьму и насаживать готовую заготовку шапки на болванку. Наши лапы полностью готовы к пошиву. Они прошли выделку, мы их выкроили. Теперь мы их раскладываем и сортируем, обращая внимание на рисунок меха. Конечно, если у вас подобрались одинаковые лапы, это очень хорошо. Но если лапы разные по рисунку, а именно черная полоса меха у нас разной длины, мозаику выстраиваем в следующей последовательности. Лапа с длинной черной полоской, лапа с короткой черной полоской, лапка с длинной черной полоской, лапка с короткой черной полоской. Таким образом, мы сортируем все лапы. Итак, мы определились с последовательностью. Теперь пронумеруем их. Это необходимо нам, чтобы соблюсти выбранную нами последовательность при шитье, чтобы лапы у нас не спутались. Теперь мы начинаем сшивать между собой по две лапы. Соединяем между собой первую и вторую лапу, затем третью и четвертую лапу. Затем соединяем пятую и шестую, далее седьмую и восьмую, и девятую и десятую. Как мы это делаем? Берем две выкройки, заправляем мех и 2-3 миллиметровыми стежками шьем по направлению к себе, а не от себя. Стараемся шить без резких движений, чтобы ничего не порвать. Натяжение нити должно быть умеренным. Шьем сначала от одного конца изделия до середины, затем от другого конца до середины изделия. Таким же образом соединяем все оставшиеся пары. У нас получится 5 пар клиньев. Затем сшиваем между собой и их, также придерживаясь выбранную нами последовательность. Мы соединили все выкройки. Теперь нам надо закрепить верхушки. Делаем мы это для того, чтобы в этом месте при натягивании не образовалась дырка. Наши выкройки все соединены. Верхушку мы затянули. Теперь нам необходимо пришить тесьму. Для этого отрезаем необходимую нам длину, прибавляя сантиметров 3 на необходимый нам размер. И еще пару сантиметров прибавляем. Это припуск на шов. Если вы планируете шить шапку 58 размера, то прибавляете 3 сантиметра. Получается 61 сантиметр. И еще несколько сантиметров оставляем на шов. Концы тесьмы прошиваем и отрезаем лишнее.
Для того, чтобы равномерно пришить тесьму, отмечаем на изделии на одинаковом расстоянии друг от друга 4 точки. Так, отметили 4 точки. Таким же образом отмечаем тесьму. Также отметили. При шитье ориентируемся на них. Отметки на тесьме и на изделии должны совпадать. Вот 2 точки на изделии и 2 точки на тесьме. Они у нас должны совпадать. Тесьма у нас получается чуть длиннее. Вы ее должны равномерно распределить при шитье. Тесьма у нас пришита. Нам осталось только посадить изделие на болванку. Итак, мы соединили все выкройки, пришили тесьму. Нам осталось только посадить изделие на болванку. Для этого я приготовила воду, железный цилиндр, это наша болванка. Вот такое приспособление в виде прошитых шапок. Это для посадки шапки на железный цилиндр. Сшили уже внутреннюю часть из мерлушки. Мы ее сшили, намочили и высушили на болванке. Теперь мочим изделие изнутри водой. Это необходимо, чтобы оно стало эластичным и могло растягиваться, чтобы мы могли придать шапке определенную форму. Не забываем пройтись по швам, иначе при натяжении мех на швах может порваться. Ждем несколько минут. Одеваем изделие на внутренний слой шапки из мерлушки, равномерно натягивая ее по кругу. Стараемся тянуть не сильно и не резко, постепенно выводя вверх шапки. Затем садим изделие на болванку. Тянем, но уже к низу. Проверяем швы. Они должны быть ровные по бокам.
На изделии не должно быть складок и неровностей. Мы посадили шапку на болванку. Теперь измеряем высоту шапки по кругу и крепим изделие булавками. Это необходимо, чтобы при высыхании меха не было сдвигов, и высота шапки оставалась равномерной. После того, как мы его скрепили, оставляем шапку сушиться примерно на сутки. После того, как наша шапка высохнет, мы пришиваем опушку из меха в выдр и мерлушки. Сегодня мы показали вам этапы шитья национальной алтайской шапки. На этом у меня все. До следующих встреч!